Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Весна – сложная пора для автомобилистов. Заморозки, обильное таяние снега, возможные осадки и, как следствие, плохая видимость могут обострить дорожную обстановку. При этом в зоне риска оказываются не только водители, но и пешеходы. Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на возможные опасности на дорогах в период межсезонья. Что происходит сейчас на дорогах, нам сегодня расскажет заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Александр Петрович Кехтер. Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте. Мы с вами буквально встречались в январе, в конце января месяца. И что же у нас изменилось на дорогах вообще в целом? Здравствуйте, Елизавета. Сейчас ситуация у нас стабильна. Даже, я бы сказал, по сравнению с прошлым годом у нас порядка снижения аварийности. Сами ДТП, конечно, у нас незначительный рост, там со 122 до 110, но в то же время это по итогам 3 месяцев нашей работы. По погибшим у нас снижение с 22 погибших до 6 погибших. Это большая работа. И каждая жизнь, как вы знаете, для нас бесценна, для всех нас. Да, что касается пострадавших, там тоже незначительный рост у нас идет. Там порядка 135 пострадавших, но порядка 4%. Это незначительный рост, он еще у нас скорректируется тут по работе, там, в зависимости от тяжести, последствий и так далее. Но пока обстановка у нас хорошая. И спасибо всем службам, всем сотрудникам, работникам, которые в нашей сфере работают, которые оказывают на это большое, огромное влияние. Министерству транспорта, а также прокуратуре республики, и МВД нашу в частности. Вот у нас в СМИ проходила информация о том, что в республике камеры видеофиксации теперь фиксируют нарушение правил применения ремней безопасности. Это так или миф? Да, Елизавета, это так. Мы над этим работаем плотно. Если мы хотели заранее, еще в прошлом году запустить эту функцию, она изначально у нас тестировалась, но показалась неэффективной в плане качества фиксации. Там определенные надо было доработки сделать, что было сделано предприятием. Минтранс опять ГКУ в лице ГКУ управления дорог провели ряд доработок совместно с Центром автоматической фиксации нашей МВД Госавтоинспекции. И также нами была непосредственно работа проведена. В настоящее время мы именно, не надо там пугаться и так далее, это делается для того, чтобы у нас человек меньше страдал, а не для того, чтобы кто-то зарабатывал на этом деньги. То есть здесь сохранить здоровье человека максимально нацелено на это. И в то же время мы, как Госавтоинспекция, смотрим по тяжести последствий и выставляем такие камеры фиксации совместно с Министерством транспорта, оборудуем их только на выездах из города, где у нас идет наибольшая тяжесть, скоростной режим нарушается и наибольшая тяжесть последствий в результате ДТП, если человек не пристегнут. То есть Вилюйская группа районов, федеральная дорога Вилюй, Колымская группа районов, начиная с Мегино-Кангаласов, с выезда из города, Намское направление, Покровское направление. То есть где у нас региональные и федеральные дороги, где возрастает скоростной режим. Что касается города, вопрос этот остается открытым в настоящее время, но тоже этот процесс можно сделать, но пока мы хотим опробовать на федеральных, региональных дорогах. А есть сейчас? Да, в настоящее время, у нас установлено по Намскому направлению, в сторону Намс, региональной дороги, там у нас установлено 3 камеры фотофиксации, которые в настоящее время себя показывают с положительной стороны, уже эффект появляется определенный. И, конечно, работа начальника Госавтоинспекции Намского района, тоже определенный вклад и сотрудников Госавтоинспекции вносит. Тут без ДТП в настоящее время, с тяжкими последствиями у нас нет. Дай бог, как говорится. А вообще есть, сейчас цифры таких нарушений вообще? На прошлой неделе докладывали мне после запуска порядка 300 нарушений уже было зафиксировано. 300. Но это буквально мы неделю отработали, неделю-две максимум. То есть уже порядка 300. И если камера фиксирует такое нарушение у водителя или пассажиров транспортного средства, кто несет за это ответственность? В настоящее время только водитель.
владелец транспортного средства будет нести, на ком зарегистрировано транспортное средство. А если, допустим, на... Если нет, если сидит там, управляет другой, да, водитель, владелец пишет заявление. Сейчас это все делается у нас в госуслуги, в портале. Спокойно это все подается. Любая жалоба в ЦАФА-центр, она тут же рассматривается. Максимальный срок рассмотрения у нас 10 дней по КоАП. И тут же прекращается. И в отношении лица, которым управляет, который управлял, да, предоставляет заявитель сведения о том водителе, который управлял транспортным средством на момент совершения правонарушения. И вот уже непосредственно он несет ответственность. Понятно. Мы с вами тогда говорили об автоурагане, о таком мощном оборудовании, которое вы приобрели, кстати, на Дальнем Востоке мы первые, да, или вообще? Вообще в России Вообще первые. в России первые, да. И насколько он себя вот зарекомендовал, насколько эффективен, увеличилось ли у нас количество ДТП или наоборот уменьшилось? Вы знаете, во-первых, у нас основная цель была снизить, да, аварийность там, по водителям, которые в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенные были управления, и непосредственно уже, которые без права управления управляли ранее, тоже привлекались. У нас эти списки есть все в информационной системе. Мы их загружаем, подгружаем в эти комплексы. Они в процессе движения у нас выявляют транспортные средства, которыми могут управлять, возможно, не факт, но, возможно, могут управлять, да, данные водители, которые ранее попадались. Ну и эффект, конечно, колоссальный. У нас с погибшими ДТП в состоянии алкогольного опьянения в настоящее время нет вообще. Если в прошлом году их было 5 погибших, да, ну и там ДТП порядка у нас... За такой период, да? За Да, именно за месяц. за 3 месяца, да. То в настоящее время такого нет. Даже позапрошлый год, в 2021 году, у нас были погибшие, один, он был. Но в настоящее время нет таких. И снижение у нас идет большое ДТП, даже без пострадавших, без погибших, у нас тоже большое снижение идет, порядка 50% мы снизили такие ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Автоураган МС от российского разработчика отслеживает скоростной режим в обоих направлениях транспортных потоков, имеет радиус обзора 360 градусов на разных дистанциях и контролирует различные виды нарушений. В комплекс загружена база данных по водителям, лишенных водительского удостоверения, а также транспортных средств, утилизированных и снятых с учета. Автоураган МС помогает в розыске нарушителей, в том числе по оперативной информации, поступающей экипажам патрульных машин ГИБДД. Сейчас вот в связи, ну вот у нас весна на пороге, да, солнце светит ярко, многие водители у нас как-то вот тонируют свои стекла. Чем это вообще, как говорится, карается, или вообще это можно или нельзя? Ну, ПДД запрещено. Есть даже ответственность административная за это, которая у нас наступает, да, по 12.5, часть 3.1. Да, в случае, если повторно, но в случае, если повторно водитель управляет, то там уже у нас могут применить меру административного воздействия в качестве ареста до 10 суток. Поэтому мы сейчас в настоящее время работаем, вносим требования, если первый раз водитель попадается, да, с таким видом нарушения, а затем вносим это все в информационную систему в нашу ФИС ГИБДД, после чего, если водитель повторно не устранил требования, да, законные нашего сотрудника, инспектора, требования выносит инспектор, который непосредственно выявил нарушение. Инспектор ДПС, любой инспектор госавтоинспекции, мы все обладаем этим правом. Да. И если он повторно нарушил, то там уже у нас административный арест идет по 19.3. Да, в ряде субъектов уже этот процесс пошел, начали давать уже аресты, не только штрафы до 2000 в основном давали, да, рублей. У нас в настоящее время 7 человек осуждено. За тонировку? За повторную тонировку по 19.3, да. Что касается общих цифр, порядка 2,5, последние цифры были 2500 таких нарушений было выявлено сотрудниками госавтоинспекции. Ну и в ближайшее время, перед тем, как прийти в лето, скажем так, в нашу солнечную пору, в жаркую, непосредственно, конечно, сотрудниками госавтоинспекции будет проведен ряд мероприятий, направленных на выявление таких нарушений в рамках
процесса, ну, соблюдения, да, правил дорожного движения. Будут проведены массовые проверки, сплошные проверки в зависимости от погодных условий и так далее. Поэтому на это тоже люди будут нацелены однозначно. Кстати, вот как обстоят дела с нашими пешеходами? Сейчас большой гололед стоит, грязь. Вы знаете, в летний период, конечно, у нас, начиная, да, вот второй квартал, если взять, то у нас возрастает ДТП с участием пешеходов, да, вот порядка 80 человек в месяц, да, грубо говоря, пострадает у нас. И по вине водителей порядка 70%, то есть не предоставление преимущества водителя на пешеходном переходе. В частности, вот на светофорных объектах, когда пешеход переходит на зеленый сигнал светофора, ну, водитель, конечно, ряд проблем бывает, да, скажем так, условий, которые влияют, да, на это. Та же стойка боковая, он не увидел. Действительно, такие моменты есть, факты, что не видно пешехода из-за этой стойки. Но пешеход тоже должен убедиться, обязательно посмотреть направо и налево, что у нас, к сожалению, не всегда делается пешеходами. Ну вот, над этим мы будем работать. Это, конечно, работа Министерства образования большая, госавтоинспекции в части пропаганды безопасности дорожного движения. Ну и, конечно же, родителей. Это вот в части детей, да. Я бы сразу же тоже перешел к этому, да, что дети у нас тоже очень много пострадавших. Если мы 3 месяца закончили, скажем так, уровень там с прошлым, с 21 годом, ну, и там до 18 года, ну, цифра у нас стоит на месте, то есть она в лучшую сторону пока не сдвигается. Поэтому здесь мы с Министерством образования совместно начинаем искать путь, с Министерством транспорта, да. Ряд лабораторий безопасности пытаемся закупить сейчас, расширить пропаганду безопасности дорожного движения на базе ГКУ управления дорог. Ну, если это все получится у нас, и в Министерстве образования какую-то, да, дополнительную работу проведут именно с родителями, чтобы они с детьми проводили беседы, учили, показывали, что, конечно, это большой вклад будет. А дети вот в каких случаях попадаются в ДТП в основном? Вы знаете, по невнимательности, может быть, спешки, случаев разных бывает. Но и я вам скажу, по вине родителей, если в транспортном средстве не пристегнуты, да, детским удерживающим устройством, такие факты у нас тоже есть. Их порядка 30% на дорогах именно города, да, городской агломерации. Они у нас присутствуют. Госавтоинспекция призывает любителей двухколесного транспорта, которые уже выбирают для передвижения велосипеды и самокаты, строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих. Вот сейчас, кстати, летом, ну не совсем летом, сейчас даже, да, вот некоторые уже выведут свои велосипеды, мотоциклы. Вот что им посоветуете? Ну, тут только посоветовать можно, пожалуйста, это по одежде, да, чтобы были видны, чтобы они были видимы на дороге, да, чтобы светоотражающие элементы, если в ночное время. Ну и, конечно, соблюдать ПДД, быть внимательными. Это не только, потому что у нас много участников дорожного движения, скажем так, со стран бывшего СНГ, которые также, они сдают экзамены там, поэтому у них видение и учеба там проходит своих, да, по своим стандартам. Они, конечно, соответствуют нашим, но насколько они подходят к нашим условиям в Якутии, да, зима, лето там и так далее. Тут тоже на это надо обращать внимание. Ну, а с мотоциклистами и с велосипедистами у нас взаимодействие налажено. Оно, конечно, только в период летнего сезона, да, в зиму, так сказать, все отдыхают. Мы тоже от такого вида транспорта. Да, но работа ведется и с главными там мотоклубами, да, с представителями мотодвижений. Поэтому здесь. Вот сейчас, опять же, в связи вот таянием снега, там встает опять вопрос нечистого номера. Ну, допустим, я выехала из дома с чистым номером, на чистой машине, подъезжая к работе, да? А меня, допустим, вы останавливаете и говорите, у вас нечистый номер. Кто тут в этой ситуации виноват? Ну, вы знаете, нет, виноват, конечно,
водитель, да, он должен по правилам дорожного движения, перед тем, как начать движение, убедиться там, в Ну, безопасности. я же помыла номер, я же чистая Да, выехала. я согласен здесь. Но здесь, конечно, мы такой вид нарушения, у нас он не основной. Я вам сразу же скажу, тем более камеры фотофиксации на это не влияет, да, даже если на это взять. И на аварийность они тоже не влияют, чистые номера, скажем так, да. Поэтому статистика показывает, что мы, скажем так, инспектора на дороге относятся к этому нормально. Они предупреждают, конечно, водителя устно, чтобы он устранил недостаток по приезду домой и так далее. Но, как правило, административные там Ответственность какие-то, да, какая? не накладывают. Там до 1000 рублей, ну, это... Но все-таки это же нарушение, так как вдруг, допустим, ДТП произошло, нужно же запомнить номер машины. Нет, да, это и есть вопрос. Здесь, да, тут по-разному. Ну, таких, во всяком случае, да, вот, чтобы прямо у нас вал таких, да, если бы это влияло действительно на какую-то статистику, ну, не на статистику, а на определенные условия, то мы, конечно, бы это отработали. Это бы уже было однозначно отработано, и все бы ездили с чистыми номерами. Большинство, скажем так, автолюбителей. Но, как правило, ДТП у нас основная масса начинается в весенний период, когда там гололедица начинается. Да? В дождливую погоду там есть определенные, да, ДТП, но чтобы кто-то скрылся там и номер был незаметен, ну, такого в основном не бывает такого. Редко очень. Ну вот еще одна беда у нас все-таки вот остается, мы говорим, да, это пьяный водитель. Сейчас как вот обстоят дела? Ну, как я и сказал, у нас, да, большое снижение. Это радует. И оно идет каждый год. Уже с 2018 года. Ежегодно у нас регулярное снижение порядка 30. В настоящее время 50% ДТП. Именно снижение. Это у нас с 23 до 15. И по погибшим у нас вообще 0. Как я уже сказал, там на 100% мы снизили. Ну и пострадавшие тоже у нас огромное снижение, я уже говорил. Поэтому здесь, конечно, приятно, что и самосознание у людей воспитывается, и уголовная ответственность наступила за повторное управление транспортным средством, и конфискация транспортного средства, если водитель повторно управляет, да, его судят, и решением суда у него могут конфисковать транспортное средство в пользу государства. Именно если собственник управлял. Поэтому здесь тоже это влияет, видно. И, конечно, профилактика со стороны инспекторов у нас, госавтоинспекции, Министерства транспорта, пропаганда большая на... И вообще в целом не пить, да? Здоровый образ жизни. Это точно. Министерство транспорта Якутии сообщает о закрытии главных ледовых переправ. Важно помнить, что несанкционированный выезд на лед является нарушением законодательства. Нарушители могут быть привлечены к серьезной ответственности. Так, за несанкционированный выезд на лед законодательством предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностные лица от 20 до 50 тысяч рублей, на юридические лица от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Спасибо, Да. Александр Петрович. Спасибо вам за это. Спасибо, что опять же приняли наше приглашение. Всего хорошего. Я все-таки вам желаю зеленой дороги. Главное, безопасной. Всем Да, надо безопасной. пожелать, да. Спасибо нашим участникам дорожного движения, которые соблюдают правила. Ну и берегите себя, пожалуйста. Берегите близких своих. Обращайте внимание на правила дорожного движения, не пренебрегайте ими, пристегивайте детей, заставляйте пристегиваться пассажиров, потому что это сохранит жизнь. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Спасибо, Лиза. По статистике в межсезонье регистрируется рост ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных условий. Даже незначительное понижение температуры воздуха ночью приводит к подмерзанию и обледенению подходов к дороге и покрытия дорожного полотна. В таких условиях водителям необходимо корректировать скоростной режим, заранее выбирая пониженную скорость. Особую осторожность необходимо соблюдать на участках дорог с ограниченной видимостью, на спусках и подъемах.
Уважаемые телезрители, соблюдайте правила дорожного движения и особые меры предосторожности при переходе через дорогу. Главное, помните, что мгновенно остановить автомобиль невозможно. Берегите себя, будьте осторожны. Встретимся ровно через неделю. Если вы попали в спорную ситуацию и хотите стать участником нашей передачи, то отправляйте сообщение по указанному адресу электронной почты и номеру телефона.